Регистрация, как мы наблюдаем, это через портал «Работа в России». Вот все параметры и характеристики этого портала мы видим на слайде. Для этого можно встать на этом же портале «Работа в России» трудвсем.ру на учет в качестве безработного в электронном виде, то есть никуда ходить не нужно. Нужно подать заявление. Признание гражданина безработным и начисление пособия по безработице будет осуществляться центрами занятости непосредственно по месту жительства. Но для подачи заявления на общероссийский портал России, «Работа в России» у граждан должна быть подтвержденная учетная запись на госуслугах, на федеральных госуслугах. Это 3-й уровень системы, единой системы идентификации и аутентификации. Вот мы на сайте кратко представили, но я думаю, Айрат Ринатович более подробно расскажет механизм, как получить эту учетную запись для того, чтобы сделать второй шаг, зарегистрироваться на портале «Работа в России». Пожалуйста. Айрат Ринатович, слово. Спасибо, Эльмира Амировна. Добрый день, уважаемые коллеги. Проинформируем, в первую очередь, каким образом все-таки жители Республики Татарстан может в таком дистанционном режиме, куда не надо обращаться и подать заявление для того, чтобы получить то полагаемое пособие, которое определил президент страны Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. В первую очередь могу сказать, что вот такие учетные записи федерального портала государственных услуг у нас в Татарстане уже имеют жители в объеме 2 миллиона 71 тысяча подтвержденных учетных записей. Надо сказать, что эта работа в Татарстане велась уже достаточно давно. У нас жители республики активно пользуются государственными и муниципальными услугами, пользуются оплатой налогов, получением водительских удостоверений. И надо сказать, что очень большой объем учетных записей уже жители республики на руках имеют. Но в то же время мы понимаем, что это не стопроцентное покрытие. И, конечно, для того, чтобы подать заявление в электронном виде на ресурс трудвсем.ру, о котором говорила Эльмира Амировна, необходимо в обязательном порядке иметь подтвержденную учетную запись, так называемая ЕСИЯ. Расшифровывается она достаточно просто. Единая система идентификации и аутентификации. Это государственная информационная система, с помощью которой государство выдает вам логин и пароль для осуществления юридически значимых действий. Поэтому у жителей Республики Татарстан необходимо, у кого этой ЕСИЯ нет, получить ее в удаленном режиме, но там есть одна особенность. Особенность заключается в следующем. После регистрации на федеральном портале госуслуги.ру вам необходимо явиться в одно из учреждений, я сейчас далее скажу в какое, для того, чтобы подтвердить свою личность. У нас есть три такие возможности. Это офисы МФЦ, это отделение пенсионного фонда и отделение Акбарсбанка. После того, как вы придете в одно из этих отделений с паспортом и подтвердите свою личность, а буквально это занимает по времени 10-15 минут, вы спокойно, далее, самостоятельно уже можете подать заявление на ресурсе трудвсем.ру для подачи того или иного пособия. Это первое. Второе. Необходимо отметить, что для удобства жителей Республики Татарстан и с учетом вот этих новых поручений с 13 апреля, то есть с понедельника следующей недели, принято решение, что офисы МФЦ начнут свою работу в таком достаточно режиме, позволяющем, с одной стороны, решать проблемы наших жителей, в то же время создавать такой режим, чтобы та эпидемиологическая ситуация, она не ухудшалась. Мы предполагаем, что из общего количества окон 800 по всей республике с понедельника заработают 400 окон. Это связано с тем, чтобы для того, чтобы сотрудники МФЦ сидели, как говорится, через одного и соблюдали режим социальной дистанции. Это первое. Второе. Хотелось бы донести информацию, что офисы МФЦ будут работать по предварительной записи. Что это означает? Что никаких живых очередей не будет, для того, чтобы люди, во-первых, в офисах МФЦ не скапливались, не ожидали, не дай бог друг друга не заражали. Есть две возможности записаться предварительно в МФЦ. Первая возможность по телефонному номеру, номер 8 843 222 06 20.
Еще раз повторю, 8 843 222 06 20. Этот номер знакомый для всех жителей республики. Он опубликован на сайте МФЦ. И позвонив по этому номеру, вас предварительно запишут на те свободные места временные для того, чтобы вы могли прийти в случае необходимости, подтвердить свою личность и получить вот этот уникальный код, так называемый ЕСИЯ. Хотел бы отметить, что отделение пенсионного фонда также работает по предварительной записи. И хотел бы до вас довести информацию, что телефон отделения пенсионного фонда Республики Татарстан, по которому можно предварительно записаться, это 8 843 279 27 27. Такой же режим, еще раз повторю, 8 843 279 27 27. Поэтому я бы хотел обратиться и к нашим жителям Республики Татарстан. Для того, чтобы не создавать ажиотаж, мы сможем обеспечить и выдать любому желающему, и кто с этой ситуацией непростой столкнулся, ЕСИЯ. И если вы в день не сможете получить эту учетную запись в связи с тем, что запись в этот день закрыта, переживать по этому поводу не стоит. Вы обязательно ее получите, и мы обязательно будем эту ситуацию с вами мониторить, и будьте уверены, что никаких проблем возникать не будет. И третий, третий вариант – это офисы отделения Акбарсбанка. Необходимо отметить, что не все отделения Акбарсбанка на текущий момент работают. В среднем 50% отделений Акбарсбанка, они в настоящий момент ввиду эпидемиологической ситуации закрыты. Актуальный список отделений Акбарсбанка работающих вы можете ознакомиться как на сайте Акбарсбанка, так и на сайте госуслуг российском, на котором есть специальные возможности, так называемые, посмотреть центры обслуживания. Поэтому подтверждение ЕСИЯ для многих граждан потребуется, но мы видим, что большая часть трудоспособного населения, еще раз повторюсь, это 2 миллиона учетных записей уже в свое время были выявлены. Но если кто-то забыл пароль, здесь сложностей никаких нет, вы заходите на сайт госуслуги.ру, указываете номер телефона сотовый, который вы привязывали, нажимаете кнопочку «Забыл пароль», появляется окошечко, вводите номер паспорта, собственно говоря, вам приходит смс-код, вводите смс-код на данный ресурс, вводите новый пароль, и тем самым, как обычный режим восстановления пароля, как на других многих ресурсах, он, собственно говоря, работает. Хотелось бы также отметить, что помимо записи в МФЦ и возможности позвонить по телефону, в МФЦ также будет реализована электронная очередь для того, чтобы через интернет тоже можно было дистанционно записаться на прием. Электронная очередь будет доступна с понедельника, с 13 апреля, но контакт-центр МФЦ с завтрашнего дня с 9 утра до 16:00 в субботу будет работать и будет записывать, для того, чтобы, если вам нужно получить подтверждение ЕСИЯ, в воскресенье контакт-центр также будет работать с 9 утра до 15:00, ну и, соответственно, с понедельника он будет работать в обычном режиме с точки зрения рабочего дня. Дополнительно к этому, вы, наверное, знаете, что та система регистрации, которая у нас имеется, для того, чтобы все-таки выйти из режима самоизоляции по своим делам, реализован СМС-центр, позволяющий жителям выбрать одну из 9 причин для того, чтобы, собственно, покинуть место самоизоляции, выполнить свои житейские бытовые задачи, проблемы и тем самым не нарушать режим. Дополнительно к этому в понедельник появится 10-я причина посещения офисов МФЦ и отделения пенсионного фонда, поэтому по этому поводу тоже переживать не надо, такая возможность у наших жителей появится. Дополнительно к этому мы предполагаем с Эльмирой Намировной, что у людей все-таки будут вопросы возникать и оставаться, каким образом на сайте зарегистрироваться, у кого-то не получилось, какие-то возникли трудности. Вы знаете, что тот номер, который мы используем сейчас, контакт-центра, связанный с коронавирусной ситуацией, где можно задать вопросы, связанные с СМС-центром, я напомню, 8 800 250 90 33. В пиковое время мы принимали до 27 тысяч звонков в сутки. Вчера таких звонков было всего 2000, то есть основной поток вопросов он иссяк. Поэтому мы этот контакт-центр к понедельнику переориентируем в том числе на те вопросы, которые у жителей будут возникать с регистрацией и получением тех пособий, которые предполагаются государством в интересах наших жителей. И в завершение хотел бы отметить, напомнить, что помимо вот этого ресурса, который, собственно говоря, о котором мы говорим по регистрации безработных,
Вы знаете, что на портале государственных муниципальных услуг реализовано дополнительно еще 272 электронных сервиса, такие как оплата штрафов, вопросы, связанные с коммунальными платежами. Дополнительно к этим услугам буквально несколько дней назад вместе с исполкомом города Казани 46 муниципальных услуг города Казани реализованы на портале государственных услуг, которые полностью бесконтактные. То есть вы, находясь дома, отправляете заявление на муниципальную услугу города Казани и получаете результат этого рассмотрения заявления полностью в электронном виде, будь то разрешение на перевоз крупногабаритных грузов, будь то это получение акта ввода в эксплуатацию и много-много тех полезных ресурсов, куда не требуется очного посещения архитектуры, управления архитектуры города Казани или комитета земельных имущественных отношений или получения, например, разрешения на рекламные конструкции и вывески. К этим 46 муниципальным услугам города Казани на портале государственных услуг реализовано 10